В дождливые дни небо бывает серым, а в солнечные – голубым. Интересно, почему так бывает? Может, мне у султана спросить? Он-то мне все объяснит. Дети задают десятки вопросов каждый день. И бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан. Я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу, почему небо такое голубое. Султан, а почему небо в ясную погоду бывает голубым, а в пасмурную таким серым? Все дело в кислороде, который растворен в воздухе. Воздух состоит из смеси газов. Вот воздух, которым мы дышим, это смесь газов. Азот, кислород, углекислый газ и некоторые еще газы, инертные газы. А также обязательно всегда присутствует водяной пар в воздухе. Так вот, именно кислород обладает таким оттенком синеватым. Так мы его не видим, он бесцветный газ, без цвета, без запаха газ. Но когда он, например, сжатый, жидкий кислород имеет такой голубоватый оттенок, светло-синий оттенок. Кислород может замораживать, он превращается в кристаллы. Кристаллы кислорода вообще синего цвета. Вот когда свет проходит от Солнца через толщу нашей атмосферы, это десятки километров, он именно обретает такой голубоватый оттенок. Свет вообще белый, просто он немножко смещается в сторону синего, так он остается белым. А вот когда погода плохая, когда пасмурно, то это из-за того, что в атмосфере пар собирается в маленькие капельки. Вот, например, в воздухе всегда растворен пар. Но бывает, когда его очень много в пасмурную погоду от того, что в атмосфере, в воздухе очень много водяного пара растворено. Эти молекулы воды собираются в капельки маленькие, а эти капельки собираются в тучи, собираются в такие образования тучи. Когда тучи насыщенные, уже хочет пойти дождь или вот такое преддождевое состояние, то капельки слишком большие, и свет не пропускает. Именно поэтому цвет неба такой серый, потому что лучи солнца не могут спокойно, беспрепятственно пройти через атмосферу. Султан, а почему, когда солнце встает, оно бывает таким красным? Действительно, рано утром и поздно вечером, на рассвете, на закате, небо окрашивается в красный цвет. Солнце становится насыщенно красного цвета. Это именно из-за того, что лучи солнца проходят через атмосферу. Давай по рисунку тебе объясню. Вот наша Земля, вот такая круглая, она окружена атмосферой. Вот когда, например, человек стоит вот так вот, смотрит вверх, и солнце светит на него сверху. Лучи проходят через атмосферу, окрашиваются в слегка голубой цвет, и он видит небо голубым. Но когда рано утром, например, солнце вот здесь вот он наблюдатель, вот так смотрит на солнце под таким вот острым углом, а солнце вот здесь вот. Рано утром отсюда же видно солнце, возле горизонта же будет солнце, то лучи солнца проходят через атмосферу совсем под другим углом. Здесь, вот в этом месте, когда лучи входят в атмосферу, происходит такой эффект, называется дисперсия. Есть такое явление. В общем, красные лучи первые преломляются и попадают к зрителю в глаза, он видит их первыми. Остальные лучи уже потом. У всех цветов разные свойства. Вот красный цвет, он самый первый показывается на горизонте, а остальные уже потом. Такое смещение называется. Это уже более сложно. От солнца же идут цвета радуги, 7 цветов. Так вот, красный самый крайний. И вот он первый, входя под таким острым углом в атмосферу, попадает зрителю прямо в глаза. А потом уже солнце поднимается повыше, угол становится совсем другим, и уже видно более чистые, ясные цвета света. А вот на рассвете и на закате, когда солнце близко к горизонту и входит в атмосферу под острым углом, то именно красные лучи, самые такие пробивные, самые первые, доходят до того, кто смотрит. Султан, а почему дневной свет такой белый? Действительно странно. Солнце желтого цвета, правда же? Видно, что оно желтое. Небо голубого цвета, а мы видим белый свет. Так вот, оказывается, они друг друга компенсируют. Желтый свет от солнца не совсем белый, он немножко в сторону красного смещения, поэтому такой желтоватый оттенок. Вот он больше частоты в сторону
от центра, от среднего положения в сторону красного, а небо голубое. И вот эти два сочетания как раз выравнивают. Голубое небо плюс желтый свет выравнивает, получается чисто белый свет. Вот именно из-за этого. Вот светодиоды, когда производят, видели светодиоды? Фонарики сейчас появились светодиодные, ленты светодиодные. Настоящие чистые светодиоды горят голубым светом. Другого цвета никак не могли сделать. Вот те, кто разрабатывал светодиоды, не могли придумать, как заставить, чтобы он светил белым светом. Никак они не смогли сделать, чтобы он светил белым светом. Они светили ярко голубым цветом. И вот они придумали, что на светодиод наносится тонкий слой желтой краски. Желтый свет, вот как солнце желтое, небо голубое, дает вместе белый свет. Султан, а как смешиваются цвета? Смешивание цветов – это целая наука. Я тебе покажу это на конкретном примере. Давай. И для этого мы переходим к самой интересной части нашей программы – эксперименту. А помогать мне в этом будет автор этого вопроса Хашумов Магомед. Итак, вот у нас восковые мелки очень ярких цветов, расположены как раз в соответствии с цветами радуги. Цвета радуги знаешь? Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Молодец. Так вот, сейчас мы будем этими цветами, сначала нарисуем радугу, а потом будем смешивать эти цвета для наглядности. Посмотрим, какой цвет получается при смешивании этих разных главных цветов. Итак, вот такую радугу нарисуем. Это у нас красный, немножко с розовым оттенком. Это оранжевый. Радугу видел на небе когда-нибудь? Да, Правда красиво? бывает. Это желтый. Желтый самый светлый цвет, правда же? Да. Теперь зеленый, синий. Ну, полагается голубой, но синий это темный голубой, а голубой это светло-синий получается. У нас отдельного мелка голубого в комплекте здесь нету, но вполне устраивает синий цвет. И фиолетовый. Красиво? Да. Так вот, оказывается, разные оттенки можно получать, если смешивать эти цвета. Например, вот у нас красный, а вот желтый. Смотри, видишь, по спектру где расположен. Вот красный, вот желтый. Посмотрим, что будет, если их смешать. Вот он красный и желтый добавляю сюда. Какой оттенок получился? Оранжевый. Оранжевый. Видишь, от смешивания желтого и красного получился вот этот самый оранжевый. Получается, что вот этот цвет получился от смешивания вот этих двух цветов. Теперь смотрим дальше. Вот зеленый цвет. Зеленый можно получить от смешивания желтого и синего. Давай посмотрим, что получится. Вот добавляю сюда насыщенный желтый цвет и смешиваю с синим. Какой цвет получился? Зеленый. Зеленый, правильно. Желтый смешать с синим, получается зеленый. Можно проводить градацию. Ярко-зеленый, синевато-зеленый, желто-зеленый. Можно варьировать баланс цветов. Но факт тот, что синий смешался с желтым, получился зеленый. Вот он у нас есть, но мы можем получить его отдельно. Теперь смешаем розовый и синий. Должен получиться фиолетовый. Вот у нас есть фиолетовый, он получается при смешивании. Это вот у нас красновато-розовый и синий. Давай посмотрим, что получится. Итак, вот она, розовая полоса. Добавляем в нее синий цвет. Какой цвет получился? Фиолетовый. Фиолетовый. Видишь, как можно получать разные цветы, оттенки таким способом. Султан, спасибо тебе. Было очень интересно. А нарисуй что-нибудь? Давай что-нибудь новогоднее нарисуем. Давай. Елка какого цвета? Зеленого. Зеленого. Ну, у нас зеленый светлый. Если я нарисую зеленым цветом такого цвета, она будет не контрастная, ее не будет видно. Я сначала нарисую синим, потом добавлю зеленого. Правда будет красиво? Будет Да. цвет такой насыщенный зеленый. Итак, рисую нашу елочку такую вот мультяшную.
Вот такая получилась у нас елка. Нравится? Покажи ребятам наш рисунок. Солнце радует нас своим ярким светом до самой глубокой осени. С наступлением зимы небо приобретает серый оттенок, дни становятся пасмурными. Мы настолько привыкли к солнечным лучам, что никогда и не задумывались, а везде ли солнышко светит. Оказывается, есть такие места, в которых солнце восходит на короткое время. Ученые разных стран задумались над этим и решили создать искусственное солнце, чтобы осенью и зимой людей согревал искусственный солнечный свет. Пока ученые ломают голову над этой задачей, но вполне возможно, они найдут решение. В нашей стране и без искусственного солнца живется неплохо, ведь здесь солнце настоящее, которое светит почти круглый год. Конечно, многое зависит от капризов природы, но если посмотреть на карте расположение страны, можно заметить, что у нее самая большая протяженность с востока на запад. Это говорит о том, что когда солнце заходит на западе, на востоке оно уже восходит, и там наступает новый день. А вот страны, где никогда не светит солнце, не существует. Бывает так, что небесное тело прячет от нас солнечный свет. Такое явление называют затмением. Это очень редкое, удивительное зрелище. Поэтому, чтобы увидеть своими глазами это уникальное явление природы, астрономы и просто любители готовятся к нему заранее. Вот так, друзья. Теперь мы узнали, почему небо голубое и как смешиваются краски. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ.